Это очень интересный объект. Это карстовое озеро, карстовая воронка. То есть образуется оно как? Есть определенные мягкие породы горные, которые называются карст. Вода их вымывает, потому что они мягкие. И земля над ними проседает и проваливается. Поэтому их называют провальные озера или провальные воронки. Проваливаются, грунтовые воды выходят наверх. И образуются вот такие вот озерца или болотца. Причем их глубина вообще может быть очень большой. Может быть 10 метров там и больше даже. Между собой они внизу могут соединяться, эти озера. И было очень много случаев, связанных с тем, что, например, предмет тонул в одном месте, в одном озере, а всплывал в совершенно другом. В частности, вот здесь вот, в районе Косой горы, Скуратова, очень много таких озер. То есть тут вот залегают вот эти мягкие породы карстовые, и периодически случаются вот эти провалы. И был случай в Скуратово, что лошадь утонула в одном озере, а всплыла в другом. Ложка? Лошадь. Был случай, что дом провалился в Скуратово, в такое озеро. То есть образовался провал, и дом прям туда ушел на дно. Вот таких озер здесь очень много. Даже если они выглядят сверху, как будто это просто болото, там какая-то растительность есть, ни в коем случае никогда на них не ходите, потому что даже вообще вас потом никто не найдет, если вы провалитесь. Очень большая глубина. Спасение 1-2%. Да, практически шансов нет. То есть вот такие вот здесь интересные природные есть объекты у нас прямо около города, про которые, может быть, даже не слышали. Ну, пойдемте дальше. А его надо доплыть на руках. Ты вы вчера брали длинные? Это канал, телефон разыграет. А, ну чего нет? Лошадь, а потом в другом месте выплыла. Интересно, а как это? А там вот он рассказывал, почему. Обратно А ты не знаешь.